В развитых странах путешествие из одного региона в другой осуществляется на самолете, а не на автомобиле. Во-первых, вы быстро доберетесь, а во-вторых, безопаснее. И, конечно же, цена билета невысокая, потому что большинство рейсов выполняют государственные авиакомпании. Кыргызстан, как и развитые страны, намерен активизировать внутренние авиарейсы. Работы в этом направлении начались еще в прошлом году и началось строительством аэропортов в заброшенных со времен Советского Союза районах. Все объекты строятся согласно современным требованиям и международным стандартам. На сегодняшний день самолеты компании TestJet и Авиатрафик летают на внутренние рейсы по Кыргызстану. Не секрет, что поступали жалобы и на дороговизну их рейсов. Для решения этой проблемы в прошлом году была создана государственная авиакомпания Osman Airlines. В ближайшее время она начнет выполнять внутренние рейсы. Соответственно, цена авиаперелетов будет дешевле. Первый рейс намечен на 27 сентября по направлению Бишкек-Ош. С сегодняшнего дня продажа авиабилетов осуществляется через мобильное приложение и сайт. С осени граждане смогут быстро добраться до Аша, Таласа, Кербена, Казармана, Нарына и Каракола на самолетах госкомпании. Вы можете посмотреть как на сайте авиакомпании Osman Airlines, osmanairlines.kg, так и скачав приложение по ценам. Если мы говорим про более средние и большие аэропорты, цены начинаются от 3000 сом. Если про мелкие аэропорты, то есть типа Талас, Нарын и так далее, Кербен, Казарман, от 2000 сом и выше. Международный аэропорт Манас создал дочернюю компанию Osman Airlines и приобрел для нее 2 самолета. Ожидается, что первый 80-местный самолет Dash 8400, приобретенный для внутренних рейсов, прибудет в Кыргызстан в августе, а второй в сентябре. Компания планирует купить еще один самолет на свои средства в ноябре, а в ближайшем будущем есть планы полетов по международным маршрутам, сначала в Казахстан и Узбекистан. Нынешним бортам хочу сказать, что в конце августа у нас уже в Канаде будет приемка первого борта. В конце сентября будет у нас приемка второго борта. Мы сейчас начинаем процесс сертификации в государственной авиации. Начинаем сейчас, подготовили всю документацию авиакомпании, набрали всех сотрудников, набираем. Сейчас начали с обучения бортпроводников, тех специалистов, пилотов. Гражданская авиация страны развивается в соответствии с современными вызовами и требованиями. На данный момент уже готовы к приему рейсов региональные аэропорты Казарман, Джалалабад и Кербен, а международный аэропорт Каракол начнет принимать самолеты в конце сентября. Такой международный аэропорт, как вам известно, как Каракол, мы планируем его открыть в середине сентября этого года. Этот аэропорт у нас, он будет международный, будет аэровокзал площадью 9000 квадратных метров и взлетно-посадочная полоса 2450 метров в этом году. На следующий год мы будем эту взлетно-посадочную полосу увеличивать на 3800 метров. Возрождение внутренних авиалиний сократит количество дорожно-транспортных происшествий и сделает расстояние между регионами ближе. С этой целью президент Садыр Джапаров поставил задачу ввести в эксплуатацию региональные аэропорты. Например, одним из первых в мае этого года новый аэропорт открылся в Таласе. Открытие аэропорта в Таласе – это не просто инфраструктурное достижение, но и символ стремления страны к развитию и росту. Этот шаг способствует дальнейшему развитию страны, укреплению государственности, сближению народа, открывает новые возможности для развития экономики, предпринимательства и туризма, а также поможет укрепить отношения с соседними странами. Недавно в городе Талас обновили аэропорт, который отвечает всем современным требованиям. Специальное бетонное покрытие было уложено на взлетно-посадочной полосе, перроне и рулежных дорожках. А если заглянуть внутрь здания, то оно ничем не уступит другим аэропортам. Для пассажиров предусмотрен зал ожидания, чайное место и не только. Пропускная способность аэропорта около 100 человек в час. Развитие внутреннего авиасообщения и в целом восстановление регионального аэропорта улучшит международный туризм, поскольку туризм – доходоприносящий сектор, соответственно, может обеспечить положительную динамику экономических показателей страны. Страна имеет территорию, которая по площади более 200 тысяч квадратных километров, и мы по территории занимаем 73 место. Чтобы увидеть все красоты, нашим туристам, конечно же, времени не хватало, и вот это время сэкономит авиационное наше сообщение. Она налаживается. Думаю, это еще один плюс для тех, кто делает бизнес. Это первое. Второе, для наших гостей.
И третье, это просто удобство для наших граждан. Все-таки 21 век, и мы должны не только на автомобильном транспорте, но и на поездах. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Манас» управляет 11 аэропортами Кыргызстана. Из них 5 международных – Манас, Ош, Иссыкуль, Каракол и Баткен, а 6 – Джалалабад, Исфана, Караван, Казарман, Нарын и Талас имеют региональный статус. Ожидается, что цены на билеты государственных авиакомпаний Osman Airlines будут дешевле, чем у частных компаний. Таким образом, возникает высокая конкуренция, а конкуренция влияет на качество, отмечают эксперты. Эрмек Куренкеев, Эльдар Анарбеков. Итоги недели.